Китай издал новые правила для мусульман, которые посещают Саудовскую Аравию в целях паломничества. Согласно новым правилам, поездки в хадж должны быть организованы только Исламской ассоциацией Китая, а паломники должны соблюдать китайские законы и выступать против религиозного экстремизма. В Китае 40 миллионов мусульман, основную часть которых составляют уйгуры и представители народности Хуэй. Согласно информации Global Times, правила вступят в силу 1 декабря. Китай подвергается критике со стороны ООН и западных стран за аресты и содержание в концентрационных лагерях более 3 миллионов уйгуров и других мусульман Восточного Туркестана. Эксперт по исламу из Тайваньского института Центральной Азии Ши Цзяньюа считает, что из-за ограничений квот и огромных затрат большинство китайских мусульман предпочитали путешествовать в Мекку через третьи страны. Министр иностранных дел теневого кабинета Великобритании Лиза Нэнди потребовала от министра иностранных дел Доминика Рааба публично заявить, что Великобритания не будет поддерживать Китай в знак протеста против притеснения уйгуров. В своем обращении к Доминику Раабу Нэнди цитирует указания ООН о том, что при голосовании за членство в Совете должны учитываться вклад той или иной страны в продвижение и защиту прав человека. Отметив, что жестокое обращение к уйгурам является геноцидом и преступлением против человечества, согласно Конвенции 1948 года, Нэнди сделала следующее заявление. Вы знаете важность соблюдения международных правил, а также, что безмолвие перед совершаемыми зверствами будет воспринято мировым сообществом как соучастие в преступлениях против человечества. Великобритания должна проявить солидарность к уйгурскому народу и показать, что ей все еще можно доверять по вопросу защиты прав человека. Управление береговой охраны Японии сообщило, что 2 китайских патрульных корабля находятся в территориальных водах Японии на протяжении 2 дней. Представители управления говорят, что 2 корабля вошли в воды у островов Сенкаку в Восточно-Китайском море и попытались приблизиться к японскому рыболовному судну. Как сообщают официальные лица, по состоянию на 3 часа пополудни во вторник корабли все еще находились в этих водах в районе примерно от 8 до 13 километров к югу от острова Тайсё. Это вторжение китайских кораблей стало самым продолжительным после того, как правительство Японии купило некоторые из островов Сенкаку у частного японского владельца в 2012 году. Управление береговой охраны направило в этот район свои патрульные катера и продолжает требовать, чтобы китайские корабли покинули японские воды. Китай и Тайвань заявляют о своем праве на них. Правительство Японии придерживается позиции, что острова являются неотъемлемой частью японской территории с точки зрения истории и международного права. Оно заявляет, что вопроса о территориальной принадлежности островов не существует. Несмотря на призывы международных правозащитных организаций бойкотировать нарушающие права человека страны, Россия и Китай были избраны в Совет ООН по правам человека. Совет по правам человека действует с 2006 года и состоит из 47 членов, избираемых на 3-летний срок с ежегодными перевыборами 1/3 Совета. В группе азиатских стран на 4 места претендовали 5 стран, из которых в Совет не избрали Саудовскую Аравию. В Совет были избраны Франция, Великобритания, Пакистан, Узбекистан, Непал, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Малави, Габон, Украина, Мексика, Боливия и Куба. Представитель Human Rights Watch Луи Шарбонна заявил, что в Совет были избраны Китай, Россия и Куба, которые нарушают права человека и которые не должны иметь отношения к Совету по правам человека. К счастью, там нет права вето, отметил Шарбонна. Игрок британского Арсенала Месут Озил поддержал операцию, начатую азербайджанской армией по спасению оккупированных территорий страны. «Одна нация, два государства. Весь мир признает, что оккупированный Нагорный Карабах юридически является частью Азербайджана», подчеркнул Месут Озил.